После обеда, ребят, решил пособрать чагу. Весь процесс снимать не стану. Нашел хорошую. Опа. Легко сбил. Вот огроменная чага. Одну большую нашел. Ну, видать, зрителям по комментарию вижу, что особо не интересно сбор чаги. И я только, если найду, озвучу, сколько нашел. А ко всем чагам, ну, как я буду забирать чагу, уже включаться не стану. Будет что-то интересное, включусь. Вот, ребят, еще добротный такой. Ну, где-то пару килограмм собрал, и вот отсюда я еще заберу. Вот так и идешь. Пасмурно стало. Солнце спряталось, наверное, может, и к дождю все это дело. Все, забираем отсюда. Вот и Мишка оставил помет. Видно, муравейник там ел. Он еще свежий. Не очень старый. Отсюда пришел. Вот так вот. Мы не одни. Ну что, ребят. Вот такая находка. Сейчас попил чай. Чай попил с термоса. Отдохнул. И собрал я уже 2 мешка чаги. 2 мешка чаги собрал. Потом решил сходить еще в другую сторону. В другую сторону, где совсем ничего нету. Хотя лес хороший тут. Такой ручей здесь бежит. Но это высохнет, наверное, конечно. Это весенняя вода так журчит, идет. Там река. Сперва поднимался против течения. Потом сейчас уже спускаюсь по течению в другую сторону. Вот. Ну так хожу, брожу. Уже достаточно долго. Сейчас 2 капельки. Дождь начинался, вон такие тучи, смотрите. Но пока пугает дождем, но не поливает. Вот следы медведя. Где-то с моей ладони. Прям вот один в один. Не знаю, это большой или маленький. Что-то вообще расхотелось туда мне идти. Маленький водопад. На это можно смотреть вечно. Весь снег растаял, вот. Вода бежит. Снега не осталось в лесу. Местами чуть-чуть такие пятачки, но уже, можно сказать, полностью растаял. Возвращаюсь к лодке. Ну, пол мешка собрал. Не знаю, килограммов 5, может. Пол рюкзака. Чуть больше 5 килограмм. Максимум 7 килограмм. Все. Вообще нету. Ветер стих резко вот так. Дождь начинался прямо вот, ну, немножко даже штаны сырые стали. И вот резко изменилась погода. Прям вот штормовой ветер с утра был. Потом дождик прошел, и все стихло. Вот так быстро все меняется. Вот еще одно дерево попалось с хорошей добротной чагой. Сейчас буду чистить. Вот это все. Ну, с одного дерева вот это все снял. Все четко. Смотрите, вчерашняя палка. Ну, примерно 10 сантиметров. Даже меньше. Сантиметров 8, наверное. Воды упало вот столько. Вот. Сегодня отметил, пока стоит вода. Тут у меня 3 мешка, вот сейчас, которые я собрал. Примерно, грубо говоря, 45 килограмм. Около того.
5-10 дней будет. 45, скажем. Ну, больше не получается. Вот. Птица поет. Надо идти в избушку. Очень много птиц. Сегодня ночью этот черный ворон возле избы как с утра сел и начал там кричать. И все утро. Хотел уже, думаю, встану и пугну его, блин. Он хитрый тоже. Просто так не увидишь. Вот такие дела, ребят. Наконец-то, ребят, я у избушки. Уже затопил мангал. Чуть позже затоплю печку. Сейчас золу оттуда убрал. По трубе там постучал, там шлак. Что отошел от с трубы там внутренней стороны. Вот этот деготь. Все вынес вот сюда. Он еще с углями был. Сюда высыпал воду. Сейчас пока поставил чайник и котелок. Для собаки кашу также буду варить. Там каша у него остаток есть. В миску переложил, а по-новому еще сварю. Вот, потому что сегодня и на завтра, чтобы было. Сейчас много дыма, как видите. Сейчас меньше дыма будет, нормально разгорится. Я еще сюда поставлю третий котелок. Это вчерашний суп, солянка. Вот. Даем суп. И уже, ребят, еще может... Время уже 6 часов. Еще, может, сварю на завтра суп, чтобы не заморачиваться с готовкой завтра. Или же буду думать, варить или нет. С утра можно также лапшу приготовить на завтрак. Но, думаю, лучше надо сварить. Сегодня день прошел с пользой. Как бы я делал ловушки на куницу, на зимнюю охоту. Потом после обеда еще пособирал чагу. Что нормально сегодня день прошел. Тоже рабочий день был. Просто так не сидели. И до позднего вечера уже. Вот. А что дальше будет, сегодня уже снимать не стану. Я, в общем, буду ужинать. Возможно, даже буду готовить еще на завтра. Это я буду думать, что делать. Уже от избы никуда не выйду сегодня. Все, нагулялся, наброился. Хорошо, что медведя не встретил. Хотя следы свежие. Ну, как сказать, свежие. Может, на этой неделе там прошел, но он след свежий. И вот этот помет тоже как бы не старый. Это тот же, наверное, я оставил медведь Мишка там свой автограф. Без них никак. Все, их больше и больше становится, конечно. Каждый год видим. Но встречаться вообще интереса нету. Вот. Охотиться на него интереса вообще тоже как-то не тянет. Потому что мясо у них, у большинства медведей больное. Там тоже можешь прихватить какую-нибудь болячку, и не стоит этого. Ну и рискованно для жизни, охота как повернется. Не каждому везет. Там насмотришься, там добывает медведь, тебе тоже захочется. Но не знаешь, как это все может повернуться. Кто кого, я имею в виду. Медведь или ты медведя там. Бывают осечки, бывает не успеваешь вдогонку там стрелять или еще
если на тебя будет идти он под ранком. Мне лично это не надо. В данный момент. Вот. А говорят, у медведя мясо вкуснее, чем лосиное. Что? Кто-то каждый год добывает. А я нет. Я только вам показываю вот эти следы. Если удастся, его тоже буду снимать, конечно. В прошлом году, когда спускались по реке, удалось заснять. Я вам показывал. Осенью не было. Фотоловушка только вот поймала. И летом на фотоловушку попадал медведь. И осенью, когда вот поставил, я приехал, фотоловушку поставил. И в течение 10 дней, наверное, такой молодой медведь прошел. Тоже фотоловушку попал. Это значит, говорит о том, что я вот здесь сижу, а он где-то тоже ходит. Он есть. Без них никак. Так что посмотрим, как дальше будет. Завтра также в планах у меня ходить. И, наверное, искать чагу, если получится. Если погода там, смотрите, погода стала пасмурной. Вчера жарила, а сегодня вот такая погода. Дождя нету, но кто его знает, может начаться и на несколько дней. Всякое может быть. Если погода позволит, там нормально будет, то я буду собирать чагу. И ловушку, что возможно, как бы, что хотел, я сделал. Хотел больше, но потом уже не стал. Не хочу. Так прикинул, пока достаточно. Это, если что, там уже где-то зимой, если понадобится там поставить, это можно также сделать и зимой, и хоть когда. Конечно, зимой короткие дни, много не успеешь, но это все при желании. Стоит, не стоит делать там. Если очень много следов, конечно же, нужно сделать и по возможности их добывать, а вот так стараешься, делаешь там всю весну там по десятки штук, и придет осенняя, зимняя охота на куницу, и там вообще следов может не быть. Сейчас еще одну историю расскажу. Вот тоже охотники у нас как бы в селе много. И некоторые охотники тоже куницу ловят, как и я, капканами. Вот. И один охотник тоже хорошо знакомый из нашего села говорит, поехал, ну, открывать капканы на куницу. Следов, говорит, море, говорит. И я, говорит, вот, думаю, вот в этом сезоне у меня будет там хороший улов пушнины там. И фиг-то там, говорит, капканы насторожил, и куница вся, говорит, ушла. Прикинь, вся ушла куница. Они мигрируют, что-то им не понравится, они уходят. Если кормовая база плохая, там нечего есть им, они уходят. И все, говорит, ну он поймал, не буду говорить количество, но он поймал, конечно, но следов, говорит, очень много было и ушли. Я такие следы я тоже попадал, это миграция была. У меня тулан еще молодой был. С ним сюда мы пешком приходили по первому снегу. Ну, как по первому, я уже на лыжах, в принципе, шел, но потом где-то на лыжах хорошо идти, где-то вообще здесь вот, скажем, в Ельнике там невозможно было ходить на лыжах. Все валежники еще видны были, и просто пешком лучше. Ну, ниже колена снега было. Вот. Вот тогда и куница тоже уходила, видать. Уходила на юг, в сторону юга. Следов море было. Первый раз такое вот видел.
Миграцию я имею в виду. Когда много-много следов. Не так, это один, там два пробежали еще. А там их просто море. Вот так. Хорошо у костра. Запах дыма. Птицы поют весной. Прям хорошо. Сейчас вынесу суп. Надо погреть, поужинать и готовить. Сама напрягает это готовка, конечно. Не люблю очень так. Время очень много тоже отнимает. Ну, сейчас и спешить-то, в принципе, некуда мне. Сейчас уже не надо, скажем, бежать куда-то там. А как вспомню, что я, в эти года я делал. Уже не помню, когда я нормально там весной приходил, просто вот так спокойно у костра там сидел, отдыхал, постоянно что-то делал. Вот. Как началось вот ремонт вот с печи, помните, я печку тащил сюда, самый сложный груз был для меня, в одиночку, еле-еле, но я дотащил, это было очень тяжело, капец. Вот старую печку разобрал, там новую поставил. Потом вот это все, то одно, то другое. Вот. Дошел до нижних венцов, там бензин менял. Это, конечно, в одиночку. Но когда ты настроишь себя, настраиваешься и, я не знаю, ты можешь делать. Ты в одиночку вот эти 6-метровые бревна как-то вот таскаешь, и когда ни на кого не наедаться, там получается. Вот здесь 6 метров, там 4. Вот. В принципе, мне все устраивает. Потом буду следить, конечно же. Если снова будет там тонуть, снова что-нибудь подложим. Никаких проблем. Самое главное, вот это надо сейчас следить. Если там не будешь там поднимать избушку, он также будет вот этот нижний венец прикасаться к земле, и вода делает свое дело, он будет гнить круглый год. Ну, я имею в виду летом в основном, конечно же. Баню ремонтировать не стану нафиг. Сгниет, сгниет. И если сгниет, я вот сюда. Или сюда 2 на 2, или вот сюда 2 на 2 из досок что-нибудь сделаю, там помыться там горячей водой, там обливаться теплой водой, и все. Это в молодости как-то желание, азарт очень много было, а сейчас вот так вот. Тулами. У него каша еще в миске есть, вода есть. Охрана моя. Охранник. Клеща не поймал. Клещей нету. Вот на лбу. В прошлом году, наверное, вот здесь на лбу было. Ну вот, здоровье, конечно, немножко попортил он. Этот клещ ему чаще стал болеть. Лапы слабее стали у него. Уши. И, в основном лапы. Стал быстрее уставать и что-то постоянно с лапой. А вот то, что у него задняя лапа, там один коготь сейчас нету, он сам я не знаю, как это назвать. Я вот хотел ему отрезать, а у него уже не было. Один день еще торчал в сторону прям. Вот где он сейчас облизывает, там и было. Но он сам потом, наверное, стал мешаться или болеть, и он просто, я не знаю, может, съел, хрен пойми. Они тоже такие собаки. Сучки, вот, например, бывает, рожают щенят, и они запросто могут своих щенят съесть, как и
поросят, там свинья тоже ест. У свиней вообще там политика какая-то. Если не вовремя убрать этих малышей, то он запросто всех жрет. Собаки также. Кошки также. Вот так природа делает свое дело. Тула облизывает свое. Ну-ка, посмотрите, у тебя все нормально там. Все нормально. Эй. Не пускай трогать. Он там как бы все уже зажило. Нормально бегает, без проблем. Никаких проблем нет. Здесь вот смотрите, уже снова надо убирать. Ладно, дальше я буду уже готовить. И снимать сегодня не стану. Завтра бензопилу, наверное, вынесу отсюда к реке. Завтра еще здесь будем. Послезавтра, наверное, буду уезжать. Больше тут делать нечего. Пока в данный момент. А там посмотрим. Еще приедем. Или же до осени уже не приеду. Это надо смотреть. Как все будет там. Буду снимать вам. Вот. Избушка вот так всю ночь открытая. В принципе, не холодно. Надо суп погреть. Вот тут магазин ужин оставалось. Вчера я, между прочим, ел как вообще много. Вот так вот. Вот столько супа еще. Третья часть. Вот. Ладно, все, давайте до завтра. Посмотрим, что будет завтра. Буду снимать, показывать. Не хотел сегодня уже включаться, но хочу показать ужин, что я готовлю. Это сейчас обжариваю сало. Сюда добавлю лук. Крупными кусками нарезал сало. Вот. Сюда добавлю лук. И здесь я вообще буду готовить макароны. Вот. Сухие макароны сюда положу, залью кипятком и уже типа как плова готовится. Вот. Очень вкусный будет ужин и завтрак. На завтра уже суп не стал варить. Решил макароны. Вот смотрите, сколько добавил. Где-то половина сковороды макароны. И сейчас уже заливаю такой обычным кипятком. Можно просто водой. Поперчить, посолить. Я еще сюда немножко лаврового листа добавлю. Посолил его вот такой кусок. Буквально достаточно, ребят. Это даст хороший вкус. Ну и закрываем крышкой и ждем до готовности на маленьком огне. Вот это быстрый способ готовки макарона. Можно вместо сала тушенку обжарить, если есть лук. И уже добавляешь сухое вот такое макароны, добавляешь воду. 10 минут и все готово. Не надо там отдельно варить макароны, потом сковороду. Ну, я так бывает делаю. Ну вот, ребят. Прошло примерно 15 минут. Так, куда поставить? Тырым-тырым. Вот так вот. Видите, лишняя вода. Макароны пропитались и воды не стало. Лавровка делает свое дело. Очень вкусный запах. Лавровка из Абхазии, как и говорил вам. Это, блин, я не знаю. Вот
действительно лавровка, настоящая лавровка, очень вкусная. Ну что, попробуем? Да, макарон готов еще. А как я ужинать буду, уже снимать не стану. Теперь уже все. На сегодня хватит. Всем пока. До завтра. Самое главное, не хотел на ужин, еще готовку показал.